Яшчэ да першых прэзідэнцкіх выбараў у 1992 годзе ў Беларусі з'явілася свая валюта – зайчыкі. Але стабільнасці гэта не прынесла. Грошы імкліва абясцэньваліся, а цэны падвойваліся кожныя 2 месяцы. Да канца 94-га сярэдні заробак складаў усяго каля $20. У 99-м ён вырас да 60, а ўжо ў пачатку 2000-х пераваліў за 100. Перад выбарамі 2001 года Лукашенко ўпершыню абяцаў пэўную лічбу – сярэдні заробак $250. Рэальнасць аказалася іншая. Толькі ў канцы 2005-га заробак дасягнуў абяцаных 250. На выбарах 2006-га прагучала новае абяцанне – падвоіць заработныя платы, пенсіі і стыпендыі. І тут з'явілася міфічная па 500. Але і гэтым разам планка была ўзятая ў 2010 годзе. Але крызіс 11-га зноў адкаціў яго назад. І толькі ў канцы 2012-га яны перавысілі $500. Ужо ў пачатку 15-га адбылася чарговая дэвальвацыя, заробкі ўпалі ніжэй за $400. Нягледзячы на жорсткую рыторыку, цытата «Украдзіце, адкапайце, але па $500 павінна быць». Абяцанне зноў не выканалі. У 2017-м не хапіла да круглай сумы $5. Пасля гэтага дзяржава пачала абяцаць не доларамі, а рублямі. 1000 рублёў – гэта той мінімум, які мы павінны дапамагчы зарабіць. Астатняе – самі. Гэтае абяцанне спраўдзілася толькі ў 2019 годзе, калі паводле тагачаснага курсу 1000 складала ўсё-ткі менш за $500. Што да сённяшніх лічбаў, на травень 2025 года паводле Белстату сярэдні заробак у краіне склаў каля $893. І гэта гістарычны максімум. Ці стане гэта чарговую вяршыню перад новым падзеннем, пакажа час. Апошнія месяцы заробкі беларусаў растуць і, здаецца, трэба радавацца, правда? А вось менавіта пра гэта мы пагаворым з эканамісткай Тацянай Панковай. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Заробки Беларуси растут. Кажут, что у студені 2025 года реальный заробок вырос аж на 13,5%. У бюджетным секторе рост склаў 13%. Вось ёсць нават у нас некие иллюстрации, калі покажуць, то и мы поглядим. Гэта манипуляция, ці растуць гэтыя заробки? Сапраўды? Да, зарплаты растут. О, якое? Суд нейкі. Так. Да, зарплаты растут, но надо понимать, что рост заработной платы всегда должен быть чем-то подкреплен, какими-то экономическими показателями. То есть для того, чтобы заработная плата росла, должна расти экономическая эффективность деятельности предприятий. Но чуть-чуть, если бы нам пролистали, то я бы объяснила, почему на сегодня это так не работает. Еще чуть-чуть, пожалуйста. Что является основным фактором роста заработной платы? Основным фактором роста заработной платы является такой показатель, как темп роста производительности труда над темпом роста заработной платы. В идеальной экономике для того, чтобы зарплаты росли и это было связано с эффективностью, этот показатель должен быть больше, чем 1. Если мы посмотрим, в нашем случае он меньше, чем 1, во-первых. А во-вторых, эти цифры примерно такие же из месяца в месяц, из года в год. То есть рост заработной платы не обеспечен ростом эффективности экономики. Кроме этого, если мы посмотрим на цифры, то мы видим, что в динамике увеличивается количество убыточных предприятий, увеличивается их доля, рентабельность продаж снижается, кредиторская задолженность растет, в том числе просроченная. То есть можно сказать так, что этот рост заработной платы – это рост в долг. То есть потому что он не подкреплен никакими показателями, которые бы позволяли этой заработной плате расти реально. А калі простымі словамі вось гэты тэмп прадукцыйнасць працы, гэта калі я раблю шмат, не ведаю там... Не, гэта калі ты не робишь лепш и не робишь больше, а все равно твои заробки растут. Так, да, то есть должно получаться. Я прихожу на працу, да. Так, и что? Я сиджу, раблю некие там, ну не ведаю, шкарпеточки некие. Да, потом так. Их надо продать для того, чтобы что-то предприятие получило. Але гэта ваши получило. проблемы, калі ніхто не продае, я ж зрабіла. Ну, так, конечно же, это не работника проблема, это проблема того, как это функционирует в целом в экономической системе. То есть работник, понятно, но он тоже должен понимать, что если он работает, ничего не производит и ничего предприятие не продает, ну, то основания для роста заработной платы экономической нет. Рано или поздно это приведет к тому, что
неоткуда будет платить Гэта зарплату. калі на складзе ўсё ляжыць, тады гэта вось... Да, и плюс, когда оно еще и не производится, а во-вторых, оно еще и не продается, но имеем то, что имеем. Я так зразумеў, Тацяна, што беларусы не сталі працаваць лепш і больш, не сталі больш прадаваць, Так. а заробкі ўсё одно растуць, но як бы і ў гэтым асноўная праблема. Добра, ладно. А ў якіх сферах беларускай эканомікі ўсё-такі вось самыя высокія заробкі, там, не знаю, куды подняться с канапы, куды пойти працаваць? Да, если смотреть на сегодняшние цифры, которые публикует Белстат, то самая большая зарплата в секторе информации и связи, то есть это информационные технологии, это все, что связано с оказанием услуг связи, то есть там зарплата больше 5000 рублей бруто, а следующий... Да, 5700 даже, да. Но это бруто, то есть это до вычета налогов. А второй сектор, который демонстрирует уже который месяц, год высокий уровень заработной платы, это финансовая и страховая деятельность. То есть это банки за счет высокой маржинальности банковской деятельности, потому что ставки по кредитам и депозитам, ну, можно видеть, насколько отличаются. Вот это частичная маржинальность банковского бизнеса, поэтому и зарплаты они могут позволить себе более высокие. Но страховая деятельность, она во всем мире высокомаржинальна, поэтому и в этой деятельности тоже могут позволить себе предприятия более высокие зарплаты. Кроме этого, сегодня зарплаты высокие в строительстве. Ну, вот из такого более реального сектора. Цікаво, гэта ў тых, хто робіць, ці тых, хто як прораб назірае і кажа, як рабіць? Ну, понятно, что когда мы смотрим среднюю зарплату, я дальше вам чуть расскажу, как это функционирует, то чаще всего это все-таки у прораба. Я вспоминаю про прораба, як пришел до меня на квартиру, значит, там некие хибы выправлять прораб, и он был с телефоном в рту, ён быў у туфлях таких з крокодилавай скуры, і я як убачыў гэта ўсё, думаю... Бок вы можете пацвердзіць, што гэта вось добрыя заробкі. А што па рэгіёнах? Ці можам мы вось па Беларусі паглядзець, дзе самыя высокія, дзе самыя маленькія, і чаму так адбываецца, што ёсць на розных працах, ці на падобных працах розныя заробкі? Ну, традиционно самый высокий уровень заработной платы это в Минской области, самый низкий в Витебской и Могилевской. Почему так получается? Ну, если мы возьмем условно регионы, Витебскую и Могилевскую область, то там стареющий промышленный комплекс. То есть там текстильная промышленность, какие-то химические производства, какие-то металлургические производства, которые уже устарели. А Витьба, вафли, ну як же яны? Одна Витьба не вытянет, к сожалению, зарплаты всего региона. В Минске почему высокие зарплаты? Потому что большинство компаний, IT-сектора, банков, страховых организаций, они все же сосредоточены на территории Минска и Минской области. Поэтому традиционно Минск и Минская область имеют большую зарплату, более высокую. То есть если сравнивать условно Минск и Витебск, то это где-то 60% разницы именно за счет того, что тут сосредоточены те предприятия, которые могут себе все-таки позволить такие высокие заработные платы. Але ж нейкая несправядлівасць. Я вот памятаю, існавала такая як бы ілюзія ці міф, што вось там недзе за межамі кальцавой мінскай танней жыць там і так далее, а выязджаеш, глядзіш у крамы, і цэны там вышэйшыя, чым у Мінску. Ну, ці такі. І чаму вось такія, все-таки такая розніца, ну, жыццё не нашмат танней за межамі кальцавой, і такая розніца ў заробку. Все равно немного танней. А ці ёсць такое, што за одну і тую ж працу, напрыклад, у Менску і у Витебску по-рознаму плоцяць? Хорошее питание. Конечно. Потому что, да, заработная плата будет значительно отличаться, если это должность, которая в Минске, или это должность, которая в Витебске. И этому тоже есть всякие объяснения разные. Ну, во-первых, хорошо, что сегодня зарплату назначает не Компартия в Беларуси, а все-таки наниматель, и поэтому он может... Почекайте. Он может регулировать уровень оплаты труда. Ну и в Минске и в регионах разная экономическая ситуация. Во-первых, в Минске сосредоточены крупные международные бизнесы. Больше всего инвестиций, если мы посмотрим по статистике, это все-таки Минск. Больше всего предприятий сферы той, которая высокодоходна, та же страховая и банковская деятельность, это тоже Минск. Плюс доходы компаний, которые находятся в Минске и в регионах, они тоже значительно отличаются. Большая сумма доходов сосредоточена в Минске и Минской области. Кроме этого, спрос на профессию, он разный. То есть если мы сегодня смотрим на Минск и на те международные компании, которые
привлекает к себе работников, то мы увидим, например, что бухгалтер международную компанию в какую-нибудь сегодня нужен со знанием международных стандартов финансовой отчетности, со знанием иностранных языков. То есть у него уровень компетенций выше, чем условно требования, которые предъявляются к бухгалтеру в сельхозпредприятии Могилевской области. Вы такая пераканаўчая, дык атрымліваецца што? Тады Белсат Белсат не хлусить, и Белстат так само не хлусить. Белстат не хлусить, Белстат. Статистика не хлусить, заробки растут, Вот так и отрымливаются. Все Да. классно? Ну, Белстат нет. Белстат не хлусить. Но кто-то хлусит, однозначно. Что? Давайте да. разбираться. Кто? То есть как формируются вообще вот эти вот... Откуда мы эти цифры видим у Белстата? Они попадают туда с предприятий. Все предприятия, в том числе малые, средние, они все отчитываются в Белстат предоставляемой формы отчетности. И там есть цифры, которые Белстат у себя аккумулирует и показывает нам вот такой вот результат. Но как сегодня устанавливается заработная плата? Заработная плата – это целевой параметр социально-экономического развития Республики Беларусь. Что значит целевой? Каждый год правительство до областей доводит, что зарплата должна вырасти условно за год на 10%. Соответственно, в Могилевской области настолько, в Витебской... Кап что? Давайте вы сюда кладем. Кап что? Чтобы сформировать оптимальную картину развития экономической системы. Кап урад на докладе Да, у чтобы он мог Лукашенки отчитаться, что мог уже не по сказать, у 500. нас зачахол KPI працы, значит, урада, вось Расте, заробками всё расте. нормально, расте. Вот. И вот им довели эти показатели. Председатели райисполкомов довели эти показатели до директоров государственных предприятий, а те уже крутятся как хотят. То он премию в конце месяца добавит кому-то, быстренько приказ напишет и скажет, по 30% все должны получить премии. Либо же еще каким-то образом, либо доплаты какие-то повышенные установит. То есть таким образом получается, что врет не Белстат, а начинается все снизу, потому что это цель. Это прогнозный показатель, как в плановой экономике. Который... А як полічыць, напрыклад, вось я бачу, што у Фейсбуку, там у Ютубе, у ТикТоку пишуць, калі вось мы бачым гэтую статыстыку, люди пишуць, я не атрымліваю, вось як кажуць, у сталіцы чыноўнікі рапартавалі 3598 рублей, у рэгіёнах 2300, але люди пишуць, я не атрымліваю ні на руки, ні без рук гэтых грошай. Як вось палічыць тады, якія сапраўды зарплаты і заробкі у Беларусі, у беларусаў? Ну, во-первых, вот эта цифра, которую мы видим, это средняя зарплата. То есть это условно у нас получает 9 человек по 1000, директор получает 10 тысяч, среднюю мы вывели и вышло 1900. Вылечите, добро мы вам. 1900. То есть 1900 – это, конечно же, зарплата, которую не получает вот этих вот 9 человек, у которых 1000. Поэтому ориентироваться на средние заработные платы, но это можно в пресс-релизах Белстата или в докладах каких-то там правительства. Но ту картину, которую называют люди, то это более реальная картина. У меня где-то висит резюме на каком-то из белорусских сайтов. Мне вчера пришло предложение с зарплатой 726 рублей. На должность главного экономиста. Головного экономиста? Ну, то есть я прекрасно понимаю, что если бы я сегодня захотела пойти экономистом в Могилеве, то вот мой бы уровень оплаты был 800 рублей. Я бы это получала. Ну, вось, дарэчы, ёсць пытанне. Мы сёння гледачоў пытаем пра тое, колькі грошай трэба для шчасця. Давайте не колькі грошай усім трэба, а вось беларусам у Беларусі. Вось колькі грошай было б добрым заробкам. Калі ты ў сталіцы, напрыклад, і калі ты ў рэгіёне, у маленькім нейкім У Пуховичах. Ну, мне кажется, тут все зависит от того, какие у человека потребности. То есть, мне кажется, нельзя обобщить. Кому-то хватает 1000, кто уже привык, да? Кому-то и 3 не хватает. То есть, мне кажется, денег должно быть столько, чтобы тебе хватало на удовлетворение, во-первых, базовых потребностей, вкусно поесть, хорошо одеться, иметь возможность развиваться. То есть, хочешь учиться, значит, у тебя есть на это средства, ты можешь учиться, посещать музеи, путешествовать. И плюс 10% у тебя должно оставаться. То есть это должно быть, для того, чтобы ты мог на какие-то долгосрочные цели себе откладывать, надо уже пенсию, потому что неизвестно, что будет с пенсией, учитывая, какой сегодня дефицит фонда соцзащиты. Поэтому для того, чтобы ты мог себе отложить хоть на что-то, понятно, когда у тебя 726 рублей зарплата, тебе, наверное, сложно отложить 10, начни с 1. То есть
нужно обязательно начать научиться формировать у себя подушку безопасности. Вось гэта добрая парада. Дзякуй вялікі. Вось гэта зафіксуем. З намі была эканамістка Таццяна Панкова. Дзякуй вялікі.